Семинар «Культурное наследие и модели гражданской интеграции», организованный сетью этнологического мониторинга, объединил более 40 ученых, экспертов России и Абхазии. Мероприятие проводится уже 26-й год. Общественная организация «Содействие этнологическому мониторингу и раннему предупреждению конфликтов», созданная в 1995 году с целью изучения и мониторинга этнополитической ситуации конфликтов в кооперации с распределенным Центром межнациональных отношений и религиозных проблем Минобрнауки России, объединяет ведущих экспертов научно-исследовательских институтов и вузов более 40 регионов России, организует ежегодные семинары, публикует экспертные доклады и тематические сборники. Задачи наши, тут две задачи. Первая – это итоги года этнополитической ситуации. Мы ведем мониторинг по определенным индикаторам, которые мы разработали еще больше 20 лет тому назад. Кстати, завтра будем думать об обновлении этого перечня индикаторов. И это первая задача. И потом по итогам этих оценок и этих сообщений мы готовим такой ежегодный доклад. По словам ведущих специалистов в области межнациональных отношений, ежегодная ситуация отношения людей к происходящим во всем мире процессам меняется. Касаемо России, как отмечают эксперты, больше укрепляется патриотизм, идентичность. Проблемы, связанные с межэтническими проблемами, трениями, отходят на задний план. И в целом ситуация в этнополитической и конфессиональной сфере экспертами оценивается позитивно. Но нельзя не отметить, что и проблемы прежние остаются. Есть проблемы, связанные с сохранением культурного многообразия нашей страны. Языковая ситуация многих волнует, миноритарные языки, малоязыки, жизнь малочисленных народов и национальных меньшинств. Ситуация связана с миграционными процессами, она остается, хотя миграция отошла тоже немножко на второй план, но тем не менее она остается очень актуальной всегда, и проблема адаптации, интеграции. Но добавилась проблема, от которой мы сейчас вели речь тоже, проблема адаптации, интеграции новых территорий и населения, особенно в связи с многочисленными беженцами или переселенцами с востока Украины на территорию Российской Федерации. В ходе семинара абхазские и российские эксперты выступили с докладами на различную тематику. Как сочетается общероссийское сознание идентичности и этнокультурное. Темы связаны с оценкой символов и ценностей, этнополитические процессы в республиках Северного Кавказа, возможные перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта, современное состояние и динамика межнациональных отношений и так далее. Все эти материалы, они важны не только научному сообществу, которое занимается этнологией, этнополитологией, да, но также и органам власти, которые реализуют, собственно, национальную политику в целом в России, в ее регионах. Опыт Республики Абхазия, он тоже интересен, он тоже требует осмысления. С абхазской стороны в семинаре приняли участие кандидат исторических наук Нателла Акаба, кандидат географических наук Нури Багапш и президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Это хорошая возможность познакомиться со своими коллегами, узнать новых людей, новых имен, пообщаться с ними. Какие работы имеются, выходят и так далее, обсуждаются сегодня. То есть это абсолютно необходимый обмен мнениями. 26-й ежегодный семинар сети этнологического мониторинга «Культурное наследие и модели гражданской интеграции» проходил с 6 по 10 октября в Гагре при поддержке администрации президента Татарстана. Соорганизаторами семинара являются Институт этнологии и антропологии РАН имени Миклуха Маклая и Академия наук Абхазии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.